В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Ситуация с пандемией внесла коррективы во все сферы нашей жизни, но постепенно, хотя и не в полной мере, мы возвращаемся к прежним занятиям и привычкам. Как спортсмены восстанавливаются и готовятся к предстоящим соревнованиям, когда ожидаются первые старты. Об этом мы поговорим сегодня с тренером сборной команды Якутии по адаптивной легкой атлетике Василием Аленовым. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как самоизоляция сказалась на спортивной форме и уровне подготовки спортсменов? Самоизоляция, конечно же, сказалась неположительным образом, можно сказать. Планы подготовки всем нам, тренерам, пришлось менять. И все спортсмены, которые у нас здесь в городе Якутске находились, были студентами образовательных учреждений. И им пришлось покинуть город Якутск и разъехаться по своим родным селам. В Якутске осталось только малое количество занимающихся. И пришлось нам заниматься за это время удаленно. То есть по видеозвонку и по индивидуальным планам тренировок. Наверное, не очень удобно по видеовызову заниматься спортом. Конечно, абсолютно. Но сейчас, в данное время, мы всех спортсменов созвали в город Якутск. И некоторые ребята там даже пришлось некоторым снимать квартиру в Якутске, чтобы здесь находиться и полноценно тренироваться под моим руководством, потому что состоялось, заседание онлайн-совещание тренеров России со всеми регионами, где было голосование, проводим мы чемпионат России или нет по спорту лид-спода по легкой атлетике. И большинством голосов было принято решение, что чемпионат России должен пройти, и он должен пройти в Чебоксарах в конце сентября. Давайте поговорим о том, как проходили тренировки до пандемии, как они сейчас проходят. До пандемии, конечно же, у нас тренировки были полноценные на спортивных объектах со всеми восстановительными процедурами, там, с бассейном, с сауной, и в тренажерные залы ходили, и на стадионах, и в закрытых манежах мы беговые все упражнения на дорожке, все это делали. Сейчас же нам приходится тренироваться в домашних условиях, да, благо у нас не все в городе живут, и все тренировались на природе, у себя в участках. И таким образом, мы нельзя сказать, что мы прибавили в аспектах некоторых, но надеемся, что мы сохранили ту форму, которая у нас была до пандемии. А вообще, какие первые соревнования планируются после снятия ограничительных мер? Это как раз-таки те соревнования в Чебоксарах, которые вы ранее упомянули? Да, у нас чемпионат России 2020 года до пандемии был запланирован на июнь месяц. Сейчас он запланирован в условиях этой пандемии в конце сентября и должен состояться. Поэтому мы начали готовиться к этому старту. И ребята все в сборе. Поедет основная сборная, взрослая, сборная республики. Со всех улусов у нас ребята поедут. А вообще, как настроены сами спортсмены? Только на победу? Обязательно только на победу. И настроены показывать хорошие результаты, несмотря на несоответствующую подготовку, да. И, можно, рассказать о том, кто поедет на этот старт? Да, конечно. На чемпионат России в конце сентября у нас запланирован состав. Поедет чемпионка России 2019 года Виктория Петрова из Амгинского района. Поедет
Серебряный призер Кубка России Саргалан Семенов из Усть-Алданского улуса. Поедет Дмитрий Усов, победитель Кубка России из Нюрбинского района. Поедет Спартак Дорофеев, серебряный призер Кубка России из Сунтарского района. Также поедет и Яков Максимов, тоже серебряный призер Кубка России из Татинского района. Ну что ж, будем болеть за наших ребят. А вообще расскажите о деятельности Центра адаптивной физкультуры и спорта. Ну, наш центр занимается тем, что организует вообще занятия физической культурой и спортом для людей с инвалидностью по всей республике. И в нашем центре культивируются такие виды спорта, как легкая атлетика, вольная борьба, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидя, также настольные игры. Это все для людей с инвалидностью. Мы работаем по направлениям спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. Вообще охват у вас большой людей с ограниченными возможностями здоровья? Ну, сейчас, в данное время, по республике в каждом улусе, можно сказать, занимаются люди с инвалидностью спортом. Именно спортом, потому что мы соревнуемся и все соревнования проводим по официальным правилам международных федераций по видам спорта. Ну, о массовости, если сказать, то я про свой вид спорта могу заручиться, что очень много людей сейчас начало заниматься именно легкой атлетикой в нашей республике. Об этом говорит участие на спортивных играх от 2018 года в Амге. В отборочных соревнованиях по легкой атлетике принимало участие 248 человек. Когда мы начинали вообще движение паралимпийской легкой атлетики в Якутии, на первых наших соревнованиях приняло участие 14 человек. И в 2020 году, в 2018, то есть через 4 года, приняло участие 245 человек. А какие изменения будут в этом году в республиканской спартакиаде людей с ограниченными возможностями? Ну, республиканская спартакиада людей с ограниченными возможностями запланирована. Остались там виды, у нас легкая атлетика и волейбол сидя. Остальные виды уже все прошли, и командные там очки, некоторые уже образовались у нас лидеры. И как только снимут у нас режим самоизоляции, мы проведем последние виды легкой атлетика и волейбол сидя и подведем итоги. Вообще количество спортсменов в адаптивном спорте в последние годы неуклонно росло, но пандемия наверняка замедлила этот процесс. Вот какие сегодня стоят задачи по дальнейшему развитию адаптивного спорта? Адаптивный спорт в нашей республике должен развиваться и должен идти большими шагами вперед, я считаю. И до пандемии, значит, у нас рост занимающихся был очень высокий, так как, еще раз повторюсь, со включением именно адаптивных видов спорта в спортивные игры народов в Республике Саха-Якутия, когда люди с инвалидностью начали представлять свои районы, улусы на таких больших спортивных соревнованиях, это дало очень большой толчок, я считаю, для массовости нашего вида спорта. И в дальнейшем, при условиях включения на следующих играх от наших видов спорта, я думаю, это также даст дальнейший рост занимающихся. Василий, большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Еще раз хочу пожелать удачи нашим спортсменам на предстоящих соревнованиях. Спасибо. Спасибо.
Это была программа «Актуальное интервью» с тренером сборной команды Якутии по адаптивной легкой атлетике Василием Аленовым. Мы говорили о том, как восстанавливаются спортсмены и как готовятся к предстоящим соревнованиям. Не переключайтесь.